Добрый вечер. У нас сегодня в гостях профессор Тынчболот Джуманалиев. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Историк, да? Да. Историк. Ленинградский университет. Нет, Ленинградский институт востоковедения. Институт востоковедения. Угу. Спасибо большое. 31 год уже независимости Кыргызстан. Вы как историк, как политолог, можно сказать, как вы смотрите на государственное строительство наше в Кыргызстане? Построили мы уже государство? Ну, вопрос, конечно, интересный. Да и так однозначно ответить очень сложно по той простой причине. Я как-то неоднократно публиковал о государственности, о государственном строительстве. В газетах, в журналах опубликовал. Но я там делал вывод, что, как в свое время великий Конфуций говорил, что существует три типа государства. Хорошо управляемое государство, плохо управляемое государство и неуправляемое государство. Вот. В данном случае я в той статье я пришел к выводу, что у нас плохо, не то что плохо управляемое, вообще неуправляемое государство. Да. Да? Ну и начал задумываться, вот, где истоки всего этого, вот то, что мы за 30 лет не можем создать такое нормальное цивильное государство. Оказывается, это глубоко лежит в нашем сознании, да и лежит она, наши исторические, так сказать, ретроспективы, когда думаешь. И прихожу к выводу, что вообще в истории государства мы не можем назвать себе, вот некоторые ура-патриоты там говорят, что вот у нас была государственность, там, Каганат? Да, каганат или там еще что какие-то там. Но в принципе, если проанализировать, вот если говорить о каганате и прочих этих, то там это было чисто такой ханский дворец, по большому счету, это каганский дворец и не более. Были какие-то там обслуживающий персонал самого Кагана, были там какая-то гвардия там была, но по большому счету сам Каган полностью был зависим от родов и племен, потому что вся армия состоялась из ополченцев, регулярной армии не было войска, которое бы содержалось за счет государства, не было, конечно, такого. Вот, поэтому Каган был полностью зависим от глав родов, беков, племен. Поэтому, ну, я начну издалека. Вообще, любое государство, любая империя создается только благодаря, и существует только благодаря порядку и дисциплине, я так считаю. Потому что если в государстве нет порядка, если в государстве нет дисциплины, то не может быть речи о какой-либо государственности или о каком-либо государстве. Потому что возьмем хотя бы даже Римскую империю, возьмем там империю Цинь, допустим, в Китае, там, в древности, там, 3 век до нашей эры, допустим, Рим, там, 3 век тоже где-то примерно. Вот. И возьмем даже империю Чингисхана, тоже. Эта империя держалась за счет только дисциплины и порядка. Потому что он не случайно ввел, в случае, если, например, деля всю свою армию на десятичную систему, 10, там, 100, 1000 и так далее. Поэтому думается, что если в государстве нет порядка, и как только прекращается вот существование, скажем, там, порядка, дисциплина, это закономерно разлагается это государство, распадается это государство на более мелкие какие-то там, на более княжества, на более такие вот, ну, еле, так сказать, влачащие свое существование. И поэтому считаю, что вообще воспитание нации – это необходимо. Ведь дело в том, что когда после окончания Второй мировой войны некоторые народы сделали вывод, что
войну можно, и любой вызов, внешний вызов, внутренний вызов можно решить благодаря коллективной воле, дисциплине, порядку и так далее. И этот вызов надо принимать как должное, и надо быть готовым к этому вызову, допустим. Вот. И мы оказались, вот после распада Советского Союза, Кыргызстан оказался в такой ситуации, что мы не были готовы принять такой вызов. Имейте в виду, что этот вызов, может быть, приобретает более глобальный характер. Вот. И, ну, скажем, те же японцы, допустим, корейцы, южные в основном корейцы, или, скажем, там, сегодня современный Китай, допустим, этот вызов приняли и достойно как бы это ответили на этот вызов. То есть стали организованной нацией, полноценной нацией. И во главу угла ставили порядок и дисциплину, подчинение закону, соблюдение этих законов. Тех же, вот представьте себе, Америка, разношерстное, разноплеменное, скажем так, государство, да, допустим, и политически там Америка не делится на нации. Вот. Они, кто является гражданами этой страны, считайте всех американцами. Но они все подчинены этому закону, конституции и порядку. Все. Есть общее, да? Да. И сами эти законы и сам порядок установления этого порядка призывает разношерстную народы подчинения и проявления коллективной воли. Если мы хотим создать цивилизованное общество, вот мы должны стремиться к этому. И мы должны это выполнить любой ценой. И вот они были подчинены этой коллективной воле, и они благодаря этой коллективной воле реализовали эти вызовы. И сегодня перед Кыргызстаном тоже стоит много вызовов. Их думается, что их много, как внутренних, региональных и глобальных. Потому что нам извне постоянно навязывают различные какие-то свои какие-то интересы, допустим, да? И мы, особо не вникая, особо не придавая этому значения, мы эти вызовы как-то то ли отвергаем, то ли мы их принимаем, то ли особо не обращая внимания, как-то равнодушно к этому относимся. Но через какое-то время мы понимаем, что, оказывается, этот вызов нужно было достойно принимать. Мы даже не знаем, что приняли или не приняли вызов. Да, в том-то и дело. Например, вот относительно недавно, да, были транспортный коллапс, допустим, да, был энергетический коллапс, вот, когда нам отключали, мы не знали, что делать, мы не готовы были. Вот, как этот вызов принимать? Вот. Что у нас есть для того, чтобы преодолеть эти трудности, преодолеть вот этот вызов? Мы не были готовы. Мы как-то отнеслись, ну, кыргызча, как там говорят, ептеп-септеп, вот, сегодня как-нибудь перебьемся, а завтра посмотрим. Вот это такое отношение, в общем-то, это не делает. Не государственный да, подход, это не да? да, я считаю, что это не государственный. Да и само государство, вообще считаю, что есть, вот, есть организованный народ, да, есть организованная нация, которую, вот, когда нация или народ оказался в такой ситуации, и они достойно принимают этот вызов. То есть они отвечают на это там, профессионализмом, отвечают это организованности, не унижаясь, там, не попрощайничая, они это делают своими собственными силами, собственной ценой, самопожертвование и так далее. И такая нация, например, заслуживает уважения. И думается, что как раз вообще в этих случаях государство, руководители, они должны брать на себя ответственность. Вот. То есть консолидации народа, допустим, или нации, консолидация всего общества, именно принять этот вызов и достойно отвечать. Но, к сожалению, не всегда так получается. И не все руководители тоже были готовы к тому, что такой вызов будет нам навязан, и мы это должны принять.
хотелось бы еще вот такой момент, для чего это дисциплина и порядок. Вот был такой, хотя не очень, некоторые не любят такого, лучший менеджер 20 века Лаврентий Павлович Берия как-то сказал, что если где там нет порядка, где нет дисциплины, народ может превратиться в толпу. Элементарно просто. Если, например, у чиновника нет самодисциплины, у него нет организованности, он может быстро разложиться. Элементарно. Он там погрязнет в коррупции, погрязнет в интригах, погрязнет в разных вот этих, скажем, ну, будет падки разным таким привилегиям и прочее. Он там, Соблазном. Да, соблазном. Вот. Поэтому я думаю, что это очень актуально, что человек, который обладающий самодисциплиной, и вообще такому человеку, который неорганизованный, недисциплинирован, власть доверять нельзя. Я так думаю. Я в этом уверен. Мы же за 30 лет всякое видели, и нам знакомы такого типа людей, которые неорганизованные, недисциплинированные, которые приводят общество к такому состоянию. Я думаю, что за 30 лет мы пожинаем плоды именно вот таких руководителей, которые были недисциплинированными, неорганизованными. И из-за таких вот людей, чиновников, в основном страдает народ, по большому счету. Ну вот были эксцессы, например, в 2010 году, да, вот в Джалалабаде ваше событие, или вот когда вот нападение было на Баткен, да, люди самоорганизовывались, создавались такие неформальные даже, вот без указки сверху, сами организовывали помощь, посылали туда гуманитарную и добровольцев. Да, даже. правильно. Такая вот... Я понял, да. Да, потому что, в принципе, народ-то отвык полагаться на государство-то. Вот. Потому что понимает, мало толку от государства, которое ничем не может. Само государство не берет на себя ответственность в таких случаях. Вот. Ну, думает, ладно, это пусть эти люди раз, типа, заварили кашу, пусть сами расхлывают. Такое отношение не должно быть государства. Государство в любом случае, при любых ситуациях, государство должно брать на себя ответственность. И руководить. И руководить. Вот. И думается, что во многих случаях, вот, вы помните, вот экс-президенты, которые вот нами долгое время руководители, ведь они поставили как бы нас, вот народ свой поставил на грани выживания. Вот. То есть они не брали на свет, почему так получилось. Вот. Они ни за что не отвечали. Вот по большому счету они должны были отвечать, почему народ оказался на грани выживания. Хотя там якобы формально принимали какие-то документы, какие-то там постановления, указы и так далее. Но они ничего не решали. Даже сами экс-президенты признавали, что из всех этих указов, постановлений выполняется только 40%. И то спустя рукава там. Это Атамбаев, да? Вот. Вот смотрите, просто маленький пример, я извиняюсь, перебил, да? Боинг в январе 2017 года, когда он упал на даче СО, народ собрал большие средства. Да. И потом эти средства правительство, которое, ну, власть, скажем так, обобщенно, да, которые должны были эту инициативу еще там приумножить, они большую часть этой собранной народом по народной инициативе снизу собрали, они разворовали. Чего можно ожидать от такой власти? Ну, такого отношения, конечно, ничего хорошего нельзя ожидать. И потом, смотрите, вот я считаю, что, вот обратите внимание, вот народы, которые обладают такими качествами, как воля,
решительность, дисциплинированность, целеустремленность. Вот. И эти народы добились очень многого. Я далеко за примером не надо ходить. Вот. Те же японцы после войны их поставили на колени. Корея, Южная Корея, да и вся сама Корея, после Корейской войны там погибло более 7 миллионов человек в результате гражданского войны, север и юг. Там бомбили, там шерстили, там все буквально. Так называемая ковровая бомбардировка. Я был в Южной Корее, видел, в смысле, нам показывали этот документальный фильм, как американцы, и китайцы, и русские там бомбили вот эти города, и участвовали они непосредственно. Только китайцев там, по-моему, участвовало около 1 миллиона солдат в этой войне. Так вот, от Сеула и от Пхеньяна прям камень на камне, кирпич на кирпиче не оставили там. Вот эта ковровая бомбардировка, которая стирает, прям превращает все в порошок. Так вот, они сумели за каких-то 10-15 лет не просто восстановить свою экономику или там разрушенные, разграбленные вот эти города, но они вышли в мировое лидерство. Да. Корея, например, территория Кореи, допустим, Южной Кореи, это половина территории Кыргызстана вот, по площади. И проживает там 58 миллионов человек. Вот, представьте себе. И вот, как там говорят, лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать. Так вот, я видел это, я был в шоке, у меня был культурный шок. Вот, дороги, обслуживание, вот эта вся как бы инфраструктура, вот это управленческое, все это настолько слажено, настолько рационально, что я был поражен. Это можно было, оказывается, добиться за каких-то 10-15 лет, оказывается. Вот. И я был поражен. Это Южная Корея, которая не имеет ни одного килограмма, ни килограмма угля, ни золота, ни про нефть и газы я вообще молчу. Единственное преимущество – это выход к морю. Все, больше ничего нет. Представляете, площадь, территория Кореи – это примерно Ростовской области Российской Федерации. Вот. Но по ВВП, по масштабу этому, представляете, да, Россия с такими запасами, с такими возможностями остались где-то там 10-12 место. Там. А Корея, Южная Корея, во всяком случае, по ВВП занимает 4-5 места. Вот, насколько мне это известно. Вот, на душу населения, да. И вот, оказывается, мы неправильно понимали вообще, что такое капитализм вообще, что такое рыночные отношения, мы во многом не разбирались, и никто не вникал, ни руководители, ни ученые не вникали. А это состоит из 3 таких составляющих: ресурсы, профессиональные рабочие и организация, то есть менеджмент. Вот. Если они из этих звеньев, допустим, хотя бы даже одно звено будет слабое, ничего не сложится, оказывается. Не получится, оказывается. У нас в наличии не было 2 таких составляющих. Это не было профессиональных рабочих, не было организованности. То есть организация, менеджмента не было вообще. Вот. Ресурсы были. То, что осталось от Советского Союза, десятки, сотни, тысячи заводов и фабрик, они просто-напросто были разграблены. Я помню выступление Акаева. Он перед депутатами выступил, сказал, это я слышал, видел по телевизору. Он сказал, что Кыргызстану ничего не остается делать, как полагаться только на 3 отрасли. Остальное нам не нужно. Это энергетика, вот, как он говорил, сельское хозяйство и ресурсы, то есть выкачивать ресурсы. Все. Горнорудные. Да, горнорудные. Нам промышленности не нужно, говорит. И в этом нет необходимости. Мы просто не в состоянии. Это человек, который является академиком, человек, который все время хвастался, что жил 17 лет в Ленинграде, что он буквально все знает и так далее. Ведь эти заводы, которые вот
разграблены. Их можно привести сотни, тысячи примеров, их хватает. Я неоднократно публиковал по этому поводу. Вот. Какие были заводы и фабрики? Вот. Они что, хлеба просили, что ли? Вот. Можно было законсервировать, да, допустим. Хотя бы законсервировать, да. Консервацию сделать, допустим. Придет время, скажем, да, деньги появятся, один цех открыть, появятся еще деньги, второй цех открой. Потом еще появятся инвестиционные эти деньги, эти перерабатывающие. Хотя бы можно было начинать перерабатывающие заводы. Мы имели такие возможности. Шерсти перерабатывать, довести до ума, скажем так. Вот эти, вот у нас ежегодно пропадает сотни, тысячи тонн этих овощей, сельскохозяйственных продуктов. Можно было их тоже как-то... Ведь надо же товар, ведь мировой рынок требует, чтобы товар соответствовал мировому стандарту. И согласно этому стандарту мы должны выполнять. Почему Россия не принимает наших товаров? Даже в сыром виде не принимает, потому что наши продукты не соответствуют их требованиям. Вот. Они должны по всем параметрам соответствовать, потому что насчет этого у России, у соседей это поставлено на уровне. Это мы только, то, что нам дают, мы и потребляем. Черт его знает, что там нам подают эти всякие ГМО и прочее нам суют. А мы как-то, да, как-то мы говорим, что да ничего страшного, вот живут же люди, вот потребляют. А на самом деле это последствия не очень хорошие, мягко говоря. И детей там кормят, детей там пичкают всякими вот этими насмех приготовленные ГМО и прочими вот этими, как там, красители, и что там еще, вот эти химическими, добавки, да, химическими добавками мы потребляем, не смотрим. Даже черви даже не едят уже это. Да, вот, даже говорили, показывали там, по-моему, в Фейсбуке, я видел, как вот эти печенья горят. Там, да, взяли вот это импортное печенье ради интереса, так сказать, спортивного интереса, сожгли, печенье горит нормально. Вот. Ну, получается, вот все-таки в народе что-то есть, да, вот это порыв, вот это стремление, ну, вот эти эксцессы показали, да, что там собирали прямо, никто их не заставлял, они сами самоорганизовались. Вот примерно такого же уровня коллективная воля, если бы была сверху, а им это не надо, потому что если слишком хорошо организовать, невыгодно будет воровать. Тут, понимаете, здесь вот, как бы так сказать, дело в том, что люди по своему уровню сознания, допустим, организованности должна обладать некоторыми какими-то там качествами, допустим. Ну, например, даже на ментальном уровне. Вот я часто сталкиваюсь, например, мы не любим, честно говоря, ну, честных, порядочных, профессиональных людей мы не любим. На ментальном уровне. Вот, койчушина, алгишмес такой. Вот. Я с этим неоднократно сталкивался. Лох. И по большому счету лох, да. То есть мы не уважаем честный труд. А я где-то вычитал, что ленивые народы не уважают труд. Есть так. Поэтому и нам платят гроши зарплат, потому что мы не уважаем труд. Мы не уважаем профессионализм. Вот. И мы клюем такого человека, который обладает этими качествами. Это очень это губительное такое, я считаю, явление в сознании людей, что мы не уважаем таких людей. Поэтому как мы можем в такой среде может появиться нормальный политик, нормальный управленец, который уже со школьной скамьи знает, что зачем голову заморачивать, учить, там что-то познавать, когда можно взять, дать деньги и на этом и все. Все, зачем? Этого не нужно. Поэтому и многие уже, даже молодежь, сегодняшняя молодежь, уже многие уже знают, сознают, говорят, да, зачем, типа, учить? Не надо. Вот я буду иметь хорошего родственника, богатого, или, скажем, там, во власти, который находится, я могу
и так пробраться без проблем. И не надо там десятки там лет учиться, познавать и так далее. Зачем? Вот. Поэтому по поводу вот самоорганизованности я как-то очень отношусь скептически. Вот. Может быть, какой-то момент, да, ну а потом все начинается снова. Ведь за 30 лет как бы у нас есть горький опыт. Мы говорили, вот зачем вот оказывается ученый не может управлять страной, поставили вот неученого, вот хозяйственник, опять разочаровались. В общем-то, за 30 лет, я считаю, что это было 30-летие надежды и разочарования было. Вот. И все. Я так понимаю. Не знаю, может быть, это субъективность, но тем не менее, это факт. Что за 30 лет потом зачем нам крутой руководитель? Давайте поставим более мягкого, более этого. Опять та же картина. Опять наступаем на те же грабли. Вот. И он оказался таким же из одной грядки, или как там называют. Вот и все. Поэтому каждый вот это 30-летие, еще раз повторяюсь, считаю, что это было десятилетиями надежды и разочарования. И народ как-то к этому даже привык. Привык народ к этому. Ну да ладно. Вот такое равнодушное отношение к своей судьбе, к своим будущим, это очень плохо, это очень тревожно. Я думаю, что не дай бог, конечно, если, например, будет такой, иметь характер, такой вызов, есть даже, ну вот, например, я ничего не хочу говорить плохого вот про наших соседей, хорошие, у нас исторические корни, ментальности даже, культуре мы связаны, ничего с этим, но вот, например, населению Узбекистана уже 36 миллионов, допустим, пройдет 10 лет, их будет там 45-50 миллионов, а у них земли мало, воды не хватает. Вот. Или тот же Таджикистан возьмем. Их сегодня больше 10-11 миллионов. Но имейте в виду, там пахотная земля там составляет всего лишь 5%. А остальное... Ну, как и у нас. Да, там горная. Вот. Я проездом был в Таджикистане. Там вот таких долин нет, как у нас. Вот Чуйская долина или Ферганская долина. У них нет таких долин. Хотя бы плохо или хорошо, или сносно можно там выращивать что-то. У них нет таких больших долин. У них есть межгорные долины, да, но они очень не обеспечивают необходимого количества. Хотя они там трудолюбивый народ, ничего не могу сказать. Вот. Но когда станет проблема с пресной водой, тогда вот возникнут большие конфликты, большие. Там уже не будет смотреть на наши эти, так скажем, красивые глазки. Да, не будет смотреть на это, что мы родственники, что мы братья по крови и так далее. Не будет смотреть, потому что они привыкли, что надо народ обеспечивать водой. В мире 96% это составляет морская вода. Вот. 4% только составляет пресная вода. И только в 3 государствах обеспечено по 1%. Это Канада, Бразилия и Россия. Вот. У них обладается 1% пресной воды. А 1% это все другие государства вот, вместе взятые. Вот. А пресная вода, я считаю, что ничем не могут заменить пресную воду. При всей современной технологии даже пытались очистить морскую воду, пытались еще что-то там найти, но ничего не получается. Пока. Ну, не знаю. Но факт, что это, к этому надо быть готовым, и надо быть, как бы, ну, как там говорят, должна быть такая подушка безопасности, скажем так, мягко. Вот. Ведь вы поймите, что 80% продуктов питания у нас импортное, вы знаете, да? Вот. Мы тоже можем только из 9 основных видов продуктов питания, мы можем только обеспечивать картофелем, а все остальное у нас привозное. Даже мясо. Даже мясо, да. Вот.
Поэтому думается, что есть такое понятие, как продовольственная безопасность, есть экономическая безопасность, есть национальная безопасность. Мы все эти факторы должны учитывать. Нравится нам, не нравится. Вот. И всегда оправдываться денег нет, и всегда оправдываться у нас возможности нет. Это как бы не успокаивает, понимаете? Либо это оправдание, либо это нас хотят ввести в заблуждение, что ничего страшного. Вот. Ну и переживем. Ну да ладно, конечно, переживете, конечно, но ведь в основном-то народ страдает, по большому счету-то. Поэтому... Время подошло к концу. Ну, будем надеяться, что что-то и выправится. хотелось бы... Яркий пример, вот эти страны вы назвали, да, Южная Корея или там Тайвань, например, другие, за то же самое время они сделали то, что должны были сделать, а у нас... Кстати, Тайвань, допустим, я даже до недавнего времени не знал, что 50% мирового микросхема выпускается в Тайване. Да. Я просто, мягко говоря, обалдел просто это. Вот. А ведь они же там, все были беженцами, и там оказались совершенно... И вот есть некая закономерность. Пусть не обижаются меня другие. Вот. Ведь где американцы, вот оккупация, допустим, 7 лет оккупации Японии американцами, Южной Кореи, там, Тайвань, еще... Ведь в тех государствах все благополучно развивается, как ни странно. Навели порядок. Да, навели порядок. Сказали, что, вот помню, вот, вернее, читал, вот там сказал, пришел какой-то Ричард, некий американец, управленец, там сказал японцам, пока вы не начнете производить качественную продукцию, вы в мировой рынок не прорветесь. И сейчас, сегодня в Японии есть премия и в честь имени вот этого человека. Американцы. Да, в честь этого американца. И сразу они с полуслова поняли, вот, все эти компании, там, Toyota или кто там, Sony и прочие вот эти компании поняли, о чем речь идет, и уловили. Кстати, вот читал воспоминания Морита, основателя компании Sony, и вот как-то американцы обратились к нему, слушай, говорят, вот нам бы нужна радиодеталь, которая, ну, читает в объявлении Sony там такую. Ну и приехали американцы там, ему тогда было лет ему 25 или где-то, или около 30 этому главе компании Морита. И вот он говорит, надо бы сделать, ну, ему показывают пример, вернее, образец, он так посмотрели, хорошо, давайте приходите через 3 недели. А где вы будете делать? Да, вот здесь. Американцы говорят, как, в этом гараже? Говорят, да. И действительно, через 3 дня приходит там энное количество изготовлений, ничем не отличишь. И тогда американцы поняли, что с этим народом можно сотрудничать и можно иметь в качестве партнера. Вот отсюда они сделали вывод, что с этим народом можно сотрудничать и быть партнером надежным. Помогать. Да, вот и все. И это пока лишний раз показывает, что японцы и те же корейцы, тайваньцы обладают деловым качеством. Вот и все. Нам не хватает именно деловое качество. Вот. А это дается только через воспитание нации, порядки, дисциплины и так далее. Вот. Спасибо вам большое. У нас в гостях был профессор Танчболот Джуманалиев. Спасибо большое. Вам тоже спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания.